Всем большой привет, ребят. Очередной выезд на трицикле за ягодами. Как и говорил вчера, сегодня я поеду подальше. Не знаю, насколько смогу я проехать. Ночные дожди были. Везде кругом сыро, но надо съездить. Давайте я сейчас разверну камеру и чуть-чуть поснимаю эту дорогу. Дорога заросла вся. Вчера пешком ходил, а сегодня решил по возможности, по максимуму заехать в лес на трицикле. Раньше когда-то здесь дорога тоже была. Как-то все зарастает, смотрите, быстро. Сейчас в Балугу закончится, и там какой-то Волок, думаю, будет. По возможности еще там поеду. Снимаю на смартфон, так что не скажу, что все так гладко получается. Имею в виду тряски, вот эта стабилизация. Тут какой-то Волок тоже вон туда идет вроде. Еще дальше поеду. Все поля заросли КТ. Я вчера как-то эту дорогу пересек, потому что я вышел, знаете, как-то не там, где я ожидал. Ничего под травой не видно, куда еду. Это уже все, край. Сегодня надо было болотные сапоги одеть. Весь сырой буду. Да, дальше, наверное, пешком пойду. Ничего не поделаешь. Да. Здесь, скажем, я смогу заехать. О, вот это да, я уже весь сырой стал. Капец. Сейчас посмотрю хоть. Сегодня стоит заморачиваться туда заезжать. Да, оставлю, ребят, лучше пешком пойду. Потому что здесь колея. Там все заросло. Да, пешком пойду. Вот так. Посмотрю по навигатору, где, как, что, куда ближе идти. Вчера точку поставил, где я на ягоды еще нашел. Смотрите, сколько травы в трицикл. Видите, как выглядит. Вот. Весь в траве. Я вот здесь оставлю. Куда-то туда, наверное, еще какая-то дорога идет. Все заросло, все. Когда покупал трицикл, я сюда заезжал один раз. Первые покатушки были. Я еще где-то видел, дорога заходит в лес. А где это? Может тут, может дальше надо идти. Все, пока тут оставляю. Идем пешком. Так, ребят, нашел Волок. Дорогу даже, скажу вам. Правильно приехал. Где-то полкилометра идти пешком. Вот так. Полкилометра впустую пойду. Там уже начну собирать. Следы кругом.
Фу, такая погода, блин. Не очень приятно. Я уже весь сырой, во-первых. Плащ взял, если дождь будет, плащ надеть. Ну, иду. Снова включаюсь. Увидел грибы, ребят. Смотрите. Ой, какие грибы сегодня. Красивые. Хорошие, между прочим. Вот еще один. Смотрите. Этот, наверное, плохой, конечно. Да. Но середина. Как бы следы есть, но возьму. И тут еще вон 3 гриба. Вчера один гриб только видел. Ну, не проверял ничего. Сегодня уже упругие какие-то. И хорошие, вон. Сердцевину уберу. Сам гриб хороший. Вот еще один. Вот, смотрите. Видите? Ножка оставляю. Нафиг он мне нужен. Так, ладно. Сейчас пакет, как сказать, подниму. Все это в пакет и в рюкзак. И потихоньку уже здесь начну смотреть. Как бы ягоды, может, где-то найду. Потому что место такое черничное вроде как. Проверим. Начну отсюда уже собирать. Ну вот. Так, получается, чуть меньше половины ведра. Уже я набрал. Такую небольшую поляну по пути увидел. Хотя кругом уже тут собирали, видно следы. Но все равно мою ягоду... Мне ягоды оставили. Вот такой ельник. Вот. Тут и собирал. В принципе, ягода хорошая. Но такая кислая в этом месте. Кислый морс будет. Вот. Ну, потихоньку, помаленьку набирается. Там чага есть. Хотел нож взять. Думал, вот скоблить там, ну, как сказать, оторвать эту чагу, что по пути будет попадаться. Забыл нож. Вот. Ну, в рюкзак закинул бы и почему бы и не унести домой килограммчик. Тут ягода. Также брусники есть немного. Сегодня ветерок. Пока дождя нету. Но обещают где-то часов 9-10, наверное, дождь будет. Я выехал из дома 5:30 было утра. Рано выезжаю. Вот. Вчера тоже ягоды пособирал. Потом спина устала. Прям вот, как говорил, горит спина. И от напряжения от всего. И, как сказать, потом полежал пару часов. Там за компьютером посидел. Фильмы вам выкладывал. И что-то я восстановился. Думаю, еще что ли съездить, сходить. А потом прикинул, не надо, как сказать, жадничать. Не надо себя гробить из-за этих ягод. Лучше помаленьку, потихоньку, помаленьку. Ведро в день, если собрать, это уже достаточно. И передумал. И потом дождь пошел, и целый день до вечера дождь шел. Потом вечером как-то все, дождь перестал, и на улице тепло стало. И сегодня не холодно. Сегодня даже, думаю, чуть-чуть теплее, чем вчера. Ну так, болтаю, ребят, спину выпрямил. Очки мешают, честно, вот так. У меня для дали очки, чтобы там нить смотреть или еще там, ну и издалека, чтобы смотреть кого-то. А когда ты ягоды собираешь, ты гнешь ягоды буквально полметра от тебя, и уже зрение приходится очки вот так поднимать. Собираешь, и он падает.
Вот это, блин, вот напрягает. Можно, конечно, очки снять, но в то же время снимешь, и издалека уже надо посмотреть, там без очков мутно, с очками хорошо. Грибов нету больше, я пока не видел. Ну ладно, дальше собираем потихоньку. Попались такие кустики, ребят. Смотрите, сколько черники. Один год был, давно уже это было, не помню в каком году. Изобилие черника у нас в наших лесах было. Вот что я показал, то же самое, вот поляну найдешь там, старую вырубку или просто в лес зайдешь, где черника растет. Вот все синее, как ковер. Вот ты взял и собираешь. Не надо ходить искать там. Просто вот на одном месте можно сразу несколько ведер набрать. И сумасшедшее количество черники в этом году было. В том году было. После этого у нас все изменилось в тайге. Все изменилось. В какой-то переломный момент начался вот зайцы с тех пор они исчезли и не могут размножаться. Их вообще в наших лесах не осталось. Дичи стало меньше. Вот что-то произошло в природе. Какое-то удобрение для черники. Было много черники. И в то же время все живое стало исчезать. Мыши исчезли полностью. Почти. Единицы остались. А раньше так идешь, так собираешь ягоды из-под ног, прям выскакивали. Их много было, видишь, в избушках куча. Зайцев вообще не стало тоже. И до сих пор нету их. Ну, один там пробежит. За осень там собака даже не может поднять. Нету зайцев. А раньше зайцы там и стреляешь, и там бывало и петлями ловили. И просто из-под ног выскакивали. Или же, и когда сено косили на сенокосе, там под косу попадали зайчишки. Много их было там. Просто сумасшедшее количество. За охоту по 5 штук человек добывал. И каждый год. За одну охоту. За сезон там, блин, много. А сейчас нет. Даже у нас собак не держат, гончих. Щас просто бесполезно держать. Вот так. Что-то произошло и до сих пор идет это. Вот если зайцы и мыши появятся в наших лесах, значит все, с климатом все восстановилось, ничего такого нету. Сейчас не может размножиться заяц это и также с реки
исчезли пескари. Единицы тоже остались. Мелочь, моллюзга, все это просто не видишь. Вот дно просто чистое. Возле песков там река чистая. Нету никого. Мелких рыб, я имею в виду. Поэтому и язей не стало. Вот. Потому что мальков нету. Вот такие дела. Ну, в этом году, в принципе, прогноз у меня был, что будет черника. Потом засомневался. Я говорил, что черники даже и думаю не будет там. Но оказывается, местами она есть. Можно набрать. Конечно, ходить тоже достаточно много приходится. Но смотрите. Вот она. Вот видите, сколько их тут. Прям очень много. Я говорю, вот был год, что ну просто ковер синий. Собираешь прям полосой идешь там, везде синий, а там остаются твои следы. Капец, вот это черника была. Ладно, сейчас, наверное, чай попью, немножко отдохну. Набрал, ребят, очередной комбайн. Вот столько уже. Немножко осталось. Чай попью. Вот по привычке говорю чай, а так у меня кофе с молоком. На перекус взял сегодня. Вчера были такие вкусняшки, я не знаю, типа рулета, но сейчас вот такой вот с творогом и с брусникой, наверное, ну, в общем, с ягодами. Сейчас сразу чай попью, кофе. И уже, если найду что-то черники тут, совсем тоже не очень приходится много ходить, искать. Мошкара одолевает. Можно такой флакончик побрызгать в ладошки и так помазаться. Вот так. Просто как бы можно так побрызгаться, можно в ладошки и так. Садится кругом сейчас сыро. Вообще сыро сегодня. Ну, потихоньку набирается. Помаленьку. С творогом попалось. Особо время тратить не стану, ребят, на поиски. Сейчас уже тяжело ведро с собой таскать. Лучше подряд, что есть. Я здесь пособираю еще. И постепенно буду выходить. Думаю, через часик-второй, наверное, дождь все-таки начнется. Вообще, облака так низко висят. Прям как будто на вершинке деревьев. Вот-вот сейчас прорывет. Взял такой плащ. Еще не распаковывал. Он легкий, удобный. Шуршит только громко. Густая тайга. Все прислушиваюсь. Потому что где черника, там и звери могут быть. Все питаются черникой, все. Сейчас и леса питаются черникой. Медведи
И куница очень любит чернику. Вообще она обожает тоже. Помет увидишь, обязательно куница. Сейчас черный помет у них. Такой темно-синий. Медведи сейчас пока до брусники тоже питаются черникой. А потом на бруснику пройдут, там варенье кругом станет. Вставляют свой автограф. Вот. Ладно, сейчас я допиваю чай и дальше буду собирать. Как наберу ведро, еще включусь и уже потихоньку буду выходить. Без очков издали. Вот видите, вот такие сучья ломаются. Скажу вам, неприятно. Не хочется с медведем там встретиться. Вот так, давайте, пью чай и дальше. Крышка у меня вот такая убитая. Плохо закрывается. И поэтому он, видите, как треск какой. Ой, блин. Сучья ломаются. Очень похоже на... Как будто кто-то ходит. Не то зверь, не то медведь. Гуща тут вообще подсада. Вообще ничего не видно. Ладно, буду выходить. Все, хватит. Достаточно. Спина устала, ведро наполнилось. Ограничитель у меня такой вот на спине. Много не насоберешь. Пока хватит. О, подтвердила. Еще один гриб. Хороший. Еще проверю вот так. Чистый. Отлично. Сейчас пакет уберу. Я почти уже вышел на дорогу. Какая-то непонятная дорога. Я еще по дороге пилить. Вроде правильно иду. Идем дальше. Короче, еще побродил тут. Поблизости, может, где-то грибы найду, но нету. С утра нашел вот. Сколько там, 4 или 5 штук. И сейчас один. Ну все. Но думаю, уже скоро пойдут грибы. И много. Потому что сырости достаточно сейчас. Ночи темнеют. Ладно. Хватит. Нет, так нет. В другой раз пособираем. Я уже возле трицикла. Смотрите, сколько всего насекомых сюда под пленку зашли. Мухи всяко разные. Ну, тут бушлат не помешает, сейчас сразу одену. Потому что, когда едешь прохладно, и обязательно на наколенники. Где-то появляется солнце, вон там. А там, смотрите, какие тучи. Но дождя нету. Самое главное, дождь. Я думал, что сейчас дождь польет, но все хорошо обошлось. Вот. Ну, немножко подснимал сбор ягод. Вчера ходил тоже. Сейчас еще прошелся, грибы посмотрел и ягоды посмотрел там. В общем, ничего я не увидел, так что, возможно, уже сюда я не приеду. Будем покорять новые места. Новые походы будут на трицикле. Где-то в другое место съездим. Также будем собирать. На обе канала, наверное, так я буду выкладывать. Или здесь, или там. Точно еще не определился. На каком канале. Или на будни Олега, или на природе в коме там будет. Но все равно это выложу. Так что подписывайтесь на оба канала. На природе в коме и будни Олега. Два канала у меня. Вот. Везде выкладываю походы. Будни Олега там
свою жизнь. Вот. Так что все хорошо. Погнал я домой. Спасибо вам за ваши просмотры. До новых видео, до новых походов. Сбор ягод продолжается и ждем уже грибы. Также буду собирать грибы белые. Осень. Белые, наверное, в сентябре пойдут. А сейчас пока есть возможность, пособираю еще чернику. Вот. Будем в активном поиске, где-то может еще найдем. Такие дела. Все, пока. Ребят, поход продолжается. Короче говоря, еще добавлю два слова. Я съездил домой и снова вернулся. Ходил и нашел еще одно такое вот место небольшое. На черничное поле хорошее. И я набрал еще одно ведро. Вот, пожалуйста, это второе ведро. Идет дождь. Все, наполнилось. Вот так вот. Идет дождь. Как видите, я переоделся. Хорошо, что с собой плащ. Короткий. Ну все, закончилось. Тут больше делать нечего. Кружил там по, я не знаю, раза 5, наверное. Вот там прошел. Где-то чуть меньше пол ведра набралось. Потом сейчас вот, как сказать, получается, я попал на это место. Вот так. Ну и все. Сейчас уже точно тут больше ничего нету. Капец, дождь идет. Вот так вот. Все, теперь домой. И уже сегодня точно не приеду. Сегодня две ходки получилось за ягодом. 2 ведра набрал. 20 литров получилось.